xalqi По поручению мэрии города Ташкента учителя средних школ составляли обязательные списки учениц в хиджабах, учеников, посещающих пятничные молитвы, а также их родителей. Об этом 1 октября сообщила радио Азадлик. В вопроснике, копия которого оказалась в распоряжении Азадлик, от учителей требуется написать фамилию, имя и отчество религиозных учеников и их родителей, указать адрес их проживания и место работы родителей школьников. Кроме того, в вопросниках выделены отдельные пункты, где учителя должны указать данные учеников, чьи родители находятся за границей, либо симпатизируют экстремистским течениям. Один из учителей школы номер 12 в Ташкентском районе на условиях анонимности рассказал Азадлик, что эти опросники заполняются втайне от учащихся и их родителей. По его словам, учителям поручено сдать заполненные опросники в районную администрацию до 2 октября. По словам властей, подобные списки составляются якобы для того, чтобы узнать, нуждается ли ученик в социальной защите, является ли его семья малообеспеченной, растет ли он в полной семье или нет. Ранее независимые СМИ опубликовали копию секретного постановления номер 4437, подписанного президентом Узбекистана 4 сентября 2019 года. В приложении к документу подчеркивалась необходимость составления новых специальных списков верующих граждан. Примечательно, что 15 сентября 2020 года Нижняя палата парламента Узбекистана утвердила в первом чтении проект обновленного закона о свободе совести религиозных организаций. В обновленном проекте декларируется право каждого человека на получение профессионального образования в религиозных учебных заведениях, а также право родителей или опекунов обучать своих детей основам религиозной практики и этики поведения, образования в домашних условиях. Также отменено требование о недопущении появления граждан в общественных местах в культовых одеяниях. Men aytamanki, Karimovga nisbatan Mirziyoyev 10%gacha yumshoqroq diktator bo'ladi deb. Hozir 3-4% yumshoqroq. Узбекский наблюдатель отмечает, что режим Мирзияева пытается усидеть на двух стульях, одновременно хочет задобрить народ, изображая либерализацию после зверского режима Каримова, но вместе с тем сохраняет и жесткий контроль над религиозной сферой, выполняя свою главную функцию – сдерживать в народе исламское политическое возрождение. Din erkinliği kaybettirecek. Prezident var böyle, prezident.